Папилломы – это такие сосочковые разрастания. На коже они чаще телесного цвета, мягкие на ощупь. А бородавки – это совсем другое, вызывается вирусом папилломы человека. Бородавки более плотные на ощупь. Они чаще выходят на ладонях, подошвах, на лице могут быть. А папилломы, они чаще выходят в местах трения, потливость, на шее, подмышечных, паховых впадинах. Папилломы, они раньше связывали с вирусом папилломы человека, но сейчас ученые доказали, что папилломы, это разрастание кожи, не относится к вирусу папилломы человека. Просто название папиллома с латинского переводится сосочки. Папилломы чаще выходят у людей с избыточной массой тела, с ожирением. Сейчас ученые связывают с инсулинорезистентностью. Часто выходят в пожилом возрасте папилломы. У людей, страдающих сахарным диабетом, лишняя масса тела, у которых нарушен обмен веществ. А бородавки там вызывается вирусом папилломы человека. В природе насчитывается около 200 типов ВПЧ. И различные типы вызывают, например, ладонные бородавки, подошвенный отдельный тип вируса вызывает. Вот. Родинки, их еще называют невусы, они чаще всего темного цвета, коричневые, могут быть голубоватого цвета, часто выступают над уровнем кожи. И чаще всего они врожденные, но есть и приобретенные. Ну, их, как правило, отличает цвет. А бородавки, они телесного цвета, может быть, чуть-чуть беловатые, такие упругие на ощупь. Бородавки, как я уже сказал, вызываются вирусом папилломы человека. Часто появляется на коже именно при снижении иммунитета. Если на коже имеются микротрещины, вирус, как правило, заражается контактно-бытовым путем. Если там имеется микротрещина, вирус проникает, и на этих местах образуются бородавки. А папилломы, мягкие разрастания на коже, чаще появляются у людей, у которых может быть нарушен обмен веществ, избыточная масса тела, ожирение, сахарный диабет, различные заболевания внутренних органов. Если вы обнаружили бородавки, необходимо обратиться к дерматологу, так как бородавки постепенно, медленно растут и вызывают, например, подошвенные бородавки, болезненность при ходьбе и дискомфорт. Папилломы тоже, особенно локализующиеся в области век, тоже могут вызывать дискомфорт. В области подмышек, гениталий, особенно при потливости, могут вызывать зуд, раздражение. Поэтому необходимо их прежде всего обратиться к дерматологу. Дерматолог должен посмотреть через дерматоскоп, выявить природу заболевания и уже дальше назначить план лечения. Нет, бородавки являются доброкачественными по природе. Как я уже сказал выше, вирус папилломы человека различает 200 типов, и из них есть онкогенные типы, например, 16-18 типы, которые могут вызывать злокачественные формы, например, рак шейки матки. А остальные доброкачественные типы, они, прогноз благоприятный. Методы лечения бородавок включают в себя это криохирургия или криотерапия. Это воздействием низких температур жидким азотом замораживают бородавки. Также есть электрокоагуляция, лазерный метод лечения и различные мази. Наиболее эффективным методом лечения бородавок является метод криотерапии, криохирургия, замораживание жидким азотом.
Да, были такие случаи. Часто пациенты обращаются в аптеку и там в гугле и там чистотел находят. Но чистотелом я не рекомендую пользоваться, потому что часто пациенты в домашних условиях начинают самолечением заниматься и вызывают ожоги, потом с различными дерматитами, ожоговыми приходят на прием. Лучше обратиться к дерматологу своевременно, и дерматолог выберет соответствующее лечение.